В Кыргызстане на днях должны избрать председателя счетной палаты, но уже сейчас ни для кого не секрет. Должность, скорее всего, займет бывший помощник президента Улукбек Марипов. И если к аппаратчику, почти всю жизнь проработавшему на госслужбе, вопросов ни у кого не будет, предыдущие кадровые перестановки в республике обсуждают до сих пор. Бывшие водители, телохранители и друзья Алмазбека Атамбаева теперь занимают высокие посты. Это как раз-таки говорит опять-таки об одиночестве, наверное, президента, о том, что как раз-таки никакой команды и нету, да, и приходится уже собирать доверенные кадры из того окружения, которое было сформулировано, да, или сформировано президентом, ну, в его бытность, скажем так, далекой от активной политической деятельности, да, то есть это в период активного, ну, строительства своего бизнеса и так далее, да. Именно на заводе, когда-то принадлежавшем Алмазбеку Атамбаеву, начинал свою карьеру Албек Ибраимов. Теперь друг главы государства – мэр Бишкека. Экс-водитель Алмазбека Атамбаева Икрам Ильмиянов стал его советником. Бывший президентский извозчик успел даже поруководить аппаратом главы государства. Но после скандала с одним из СМИ ему пришлось уйти. Еще один человек из прежней команды Атамбаева – Улан Исраилов. Бывший телохранитель президента, сейчас глава антикоррупционной службы Госкомитета безопасности. Да, действительно, президент его знает, Исраилу, по совместной работе. Но эта совместная работа, это была очень небольшой промежуток времени, а человек 20 лет, больше 20 лет в органах работает. Бывший коллега Исраилова Адиль Турдукулов тоже работал у президента. Он был помощником тогда еще премьер-министра Алмазбека Атамбаева. И, по его словам, до 2013 года глава АКС не проработал ни дня на руководящей должности в органах. Это совсем неплохие люди, профессионалы своего дела, но профессионалы именно своей области. Конечно же, те назначения не соответствуют их знаниям, опыту и потребностям страны. Я это знаю наверняка, потому что я с ними лично общался, знал долгие годы. И поэтому я могу сказать это более чем уверенно. По его данным, и пост мэра Албеку Ибраимову достался за верность. Турдукулов убежден, что, возглавляя завод «Дастан», Ибраимов финансировал работу избирательного штаба президентской партии. Коррупционные механизмы, по словам активиста, мэр использовал и будучи главой аэропорта Манас. С его именем и вправду был связан не один скандал. Впрочем, в аппарате президента бывшего заводского рабочего считают очень эффективным управленцем. Ибраимов – это человек, который показал себя. Возьмите данные по всем его последним местам работы. Возьмите аэропорт Манас. Да, в той ситуации, когда центр транзитных перевозок ушел из Кыргызстана, при этом компания не села в лужу. И не вижу ни одного случая, когда бы речь шла о каких-то соображениях, кроме выбора профессионала. Одним из самых удачных кадровых решений Фарид Ниязов называет назначение послом в США Кадыра Токтогулова. 1,5 года назад бывший пресс-секретарь президента за неделю прошел экстренные курсы дипломата и возглавил дипмиссию в Америке. Пока эксперты говорят о том, что таким образом президент пытается обезопасить себя перед следующими выборами, в местных СМИ шутят. Похоже, мечта Ленина сбылась. Создать собственное правительство, где страной управлять могут не только кухарки, но и шоферы и телохранители, предлагает один из сайтов. Игра кыргызстанцам так понравилась, что за первые сутки в нее сыграли более 2000 пользователей. Жибек Бегалиева, Азат Интымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан.